Привет, друзья! Рады приветствовать вас в новом выпуске подкаста «Жазбол». С вами сегодня Никита, а поговорим мы сегодня о том, зачем руководителю развивать команду. У нас в гостях Майя Сатарова, это директор корпоративной академии, и Виталий Ромашко, это региональный директор. Добрый день, коллеги! Добрый день. Здравствуйте. Коллеги, хотелось бы сразу начать с первого вопроса. Почему развитие сотрудников – это вообще, в принципе, задача руководителя? Майя, давайте с вас начнем. Потому что руководитель отвечает за выполнение задач какого-то конкретного подразделения. А если сотрудники не готовы к выполнению этих самых задач, то не будет результата. То есть все настолько просто на самом деле. Поэтому руководитель кровно заинтересован в том, что сотрудники развивались. Другое дело, что он не может за них как-то развиваться или, вот сейчас говорить, обучать. То есть он может дать возможности какие-то, а обучаться они, по идее, должны сами. Единственное, на что может влиять руководитель, на то, чтобы им захотелось это делать, чтобы им было интересно этим заниматься. Мотивировать их как-то. Боюсь уходить в тему мотивации, потому что мотивировать человека нельзя, в принципе, по определению. Ему можно, опять же, создать какие-то условия возможностей, в которых он может быть мотивирован, а может быть и нет. Потому что заставить себя захотеть никто из нас не может, в том числе наши подчиненные. То есть, соответственно, мы можем только условия какие-то создать, которые, на наш взгляд, будут для этого человека интересны. И это совпадет с его нынешним существующим у него стимулом или мотивом, который ему интересен. Может не совпасть, он может быть вне возможностей конкретного руководителя или вне возможностей конкретной компании. И тогда мы его, в кавычках, не мотивируем, не сможем замотивировать. Я не хочу в мотивацию уходить, тема подкаста немножко другая. Создать условия для того, чтобы сотрудник мог развиваться, за то, чтобы он захотел учиться, развиваться. Это руководитель может и должен сделать, если он хочет добиться выполнения задач в итоге. С точки зрения операционного департамента и с точки зрения вопроса развития в полях, в магазинах один в поле не воин. И в любом случае руководитель должен с первого дня, с момента прихода нового сотрудника, участвовать в процессе развития. В любом случае его как профессиональной деятельности, так и эмоциональной стрессоустойчивости, потому что мы работаем в первую очередь на наших покупателей, мы работаем в первую очередь с покупателем, а покупатель – это человек, и нам необходимо, чтобы каждый наш сотрудник на первом этапе своего развития уже имел, во-первых, стрессоустойчивость, тем более сейчас, когда у нас очень много конкурентов, у нас очень много возможностей у покупателей выбрать альтернативного продавца, другую компанию. Сейчас очень сильно развивается у нас e-com, доставка, и поэтому нам приходится в первую очередь работать с тем, что развитие именно стрессоустойчивости у сотрудников для того, чтобы мы не теряли своих покупателей. Угу. То есть это с точки зрения операционной Что касается работы. Клиентского сервиса. Да, клиентский сервис, потому что каждый покупатель у нас сейчас на вес золота, и мы сейчас боремся, на самом деле, работаем с тем, чтобы не потерять клиентов. Поэтому в любом случае руководитель обязан, должен развивать своих сотрудников уже с первого дня работы в компании. Интересно, что мы могли бы руководителю сказать о том, зачем ему это нужно, потому что мы сейчас говорим о том, что у руководителя есть какие-то задачи, соответственно, он эти задачи спускает вниз по клиентскому сервису или какие-то еще, и так или иначе нужно, чтобы люди могли их выполнять, эти задачи. Но мне кажется, что классный еще момент, что когда руководитель развивает сотрудников, они, они какую-то связь начинают чувствовать особую с этим руководителем, то есть он уже как лидер выступает, и это формирует больше желания оставаться в команде, в компании оставаться, в целом как-то отдаваться работе и так далее. Что скажете по этому поводу? Зачем руководителю развивать, кроме как подтягивать под задачи? Я могу ответить свои наблюдения, опять же, то, что происходит в текущей ситуации, руководитель не всегда может быть на рабочем месте по разным причинам. Во-первых, выходные, график есть стандартный 5-2. Во-вторых, он бывает в отпуске, бывают люди у нас, опять же, болеют, руководитель тоже человек. И поэтому в любом случае руководитель должен развивать своих сотрудников на те ситуации, когда его нет на месте. И сотрудник должен принимать решения, которые не идут вразрез с направлением работы в компании. И для того, чтобы принимать решения самостоятельно, руководитель должен его развивать.
То есть это в любом случае как бы одна из первостепенных задач руководителя в развитии компетентности сотрудника. Мгм. Хорошо, а когда мы говорим про развитие, мы вообще что имеем в виду? Что такое развитие? Это про что? Ну, не путать с обучением, наверное. Развитие – это более емкое понятие. Это когда переход из одного состояния эффективности в другое, давайте так. То есть там речь идет о приобретении каких-то новых навыков, как софтовых, так и хардовых, профессиональных в том числе. То есть развитие – это такой процесс, не останавливающийся, по сути дела. Другое дело, что в зависимости от компании, от желания сотрудника и от желания руководителя мы все развиваемся в разных направлениях. Но это такой процесс, который не останавливается никогда. То есть это такое очень общее, очень емкое понятие. Если говорить в рамках конкретной компании или даже в рамках конкретной задачи, то тогда оно просто сужается до уровня задачи или до уровня компании. Вот и все. То есть, для меня это какой-то такой поступательный, вечно текущий процесс. Если у человека с головой все в порядке, то он всю жизнь им занимается так. Сделаем ремарку, да, если все в порядке. Я имею в виду, если нет каких-то заболеваний, то есть понятное дело, что какие-то тяжелые состояния, они мешают человеку развиваться, он может сломаться эмоционально и физически. Если человек здоров, в принципе, психически и физически, то это нормальный процесс, который каждому из нас свойственен. Мне кажется, сама матушка природа в каждом человеке этот процесс заложила. Собственно, поэтому мы здесь и сейчас на этом этапе, я не знаю, научно-технического прогресса и состояния общества, потому что мы все как-то развиваемся. Другое дело, что в компании, в организации это более конкретные, то есть это очень общо. То в компании, в организации это конкретные вещи. Например, мы сейчас с тобой в этом году занимаемся развитием СП, программу, мы составляли. Какие-то вещи ты до этого знал, какие-то нет. Чтобы ты их знал, мы с тобой какие-то вещи проходили, то есть какие-то моменты рассматривали. Это и есть. То есть твое развитие, а то, что конкретно эта программа СП, это обучение, как составлять curriculum конкретных программ. Просто в качестве примера, что такое развитие в рамках компании, что такое обучение. А как руководитель вообще может понять, что пора развивать сотрудников? Это видно невооруженным глазом, на самом деле, с точки зрения как руководителя. Я прошел этапы, начиная от продавца, заканчивая сейчас региональный директор по проектам. Был еще операционным директором в разных сетях. И могу сказать, что в процессе работы с персоналом, с людьми, видно сразу личности, которым уже тесно. А по каким признакам, как это видно? А по ним, есть психосоматика, есть эмоциональное настроение сотрудника, то есть ему скучно на работе, то есть он сделал, скажем так, если брать функционал, он все выполнил, неважно, какой он у него на какой должности, начинает продавца, заканчивать директором филиала того же, ему скучно, у него, соответственно, сокращается время на исполнение определенных задач, сложных задач или простых задач, и сотрудник начинает себя уже загонять в тупик, он начинает тратить время. Сейчас у нас нет проблем с электроникой, у всех есть планшеты, телефоны, смартфоны, все начинают смотреть, грубо говоря, тиктоки, разные другие приложения, сайты. Но это не самое плохое развитие. Хуже всего, когда у человека начинается апатия, и у него нет желания даже на работу приходить, потому что у него одно и то же скучно ему. И этих людей видно, на самом деле, когда приходишь в магазин, у него все в порядке, у него все сотрудники работают, если брать про директора, к примеру. У него, к примеру, все отлажено по часам. Сделаны заказы вовремя, принят товар, выставлен товар, ценники все есть, чистота, порядок, покупатели, он растет постоянно. У него рост по категориям, по магазину, трафик растет, средний чек растет, то есть нет грубых нарушений в текущей деятельности. Так в форматах гипер, суперавто это большинство касается больше должностей ЗС, ЗДФ, которым уже мало того отдела, в котором их работают. И с ними уже необходимо проводить работу давать дополнительную не то что нагрузку, а давать более сложные задачи, которые выполняет его руководитель непосредственно. Какие-то запросы из офиса, какие-то встречи с партнерами в отношении того, что пусть приходит партнер прописать какую-то стойку, и ему уже хочется самому найти это место, где необходимо ее поставить. Этого сотрудника видно издалека. Это как в любом фильме, над ним, над головой нимб образовался, или он как лампочка, как миньон засверкал, у него из него прет прям энергии. Самое главное здесь, чтобы он не перегорел.
да, словить этот импульс, момент для того, чтобы распознать в нем именно того сотрудника, который готов к дальнейшему шагу, которому необходимо дать направление именно по его внутреннему развитию. А развитие внутреннее есть разное. Оно может быть связано с рабочими моментами, но также есть и связано с внутренним миром, предложить ему прочитать какую-то книгу, которая поможет ему в дальнейшей деятельности, какой-то багаж дополнительных знаний. Не обязательно это может быть определенно строгая литература, связанная с бизнес-процессами компаниями. Да, именно что-то бизнес-литература, которая ему поможет сделать какой-то другой шаг. У нас есть библиотека, которая на сайте, и, соответственно, можно рекомендовать из этой библиотеки определенное направление литературы, которое он в свободное время почитает. Параллельно у нас есть обучение дистанционное. Каждую неделю у нас приходит отчет для руководителей, что многие сотрудники не провели обучение, не прошли обучение. Его можно на самом деле попросить, чтобы он работал непосредственно с теми сотрудниками, которые это обучение не прошли. Не для того, чтобы подтянуть показатели филиала, а для того, чтобы он не перегорел в этот момент, что у него есть какая-то заинтересованность в какой-то дополнительной нагрузке, которая поможет не только ему, но и всему коллективу. Опять же, мы же развиваем не только индивидуально лично, мы развиваем команду в первую очередь. Мне кажется, что сейчас кто-то из слушателей мог бы вспомнить пример из жизни, когда, хорошо, я вижу сотрудника, который немножко такой уже подвыгоревший, может быть, уже началась где-то апатия или же как минимум скучает. И начинаешь ему предлагать какие-то варианты, что он мог бы сделать для развития, да, или книжку почитать, или задачу новую взять, а он не хочет развиваться. Да? Что с такими людьми делать? Вроде бы он уже все умеет и все знает, а развиваться дальше не хочет. И он в апатии сидит. Есть тут два путя, как говорится. Да? Первый путь – это отправить его в отпуск, если есть такая возможность. Да? Возможно, он перегорел именно не из-за того, что ему некуда развиваться. Возможно, немножко подустал. Цикличность одних и тех же заданий, да, из года в год, из месяца в месяц, то, возможно, у него это связано не тем, что он выгорел на работе, возможно, какие-то семейные. Да. Тут в любом случае надо выяснять причину, почему он такой. Разговаривать надо. Да, разговаривать надо обязательно. И когда приезжаешь в филиалы, да, общаешься не только с теми, которые находятся в прямом подчинении, но, опять же, в филиалах, связанных по другим проектам, видно, что как новому человеку, приехавшему, скажем, с головного офиса, да, многие готовы высказаться, излить душу. То есть, необходимо просто данному человеку дать выговориться. И потом уже из разговора будет понятно, что ему не хватает, что конкретно ему не хватает. Отдохнуть, возможно, перевод в другой филиал, возможно, это другое, если это большие гипера, да, это, возможно, другая секция ему понравилась. У нас сейчас же постоянно идут какие-то проекты, особенно в этом году, у нас очень много перемещений, у нас меняется ассортиментная политика компании. И поэтому, возможно, кому-то хочется поучаствовать в проекте, но, опять же, у нас в этом году очень много проектов, которые связаны со сбором и возвратом товара, с адаптацией ассортимента. Да, и в любом случае для человека, для сотрудника будет это новым этапом, опять же, внутреннего развития. Он научится быстрее воспринимать информацию, быстрее давать обратную связь, и, опять же, сокращать сроки выполнения каких-то определенных задач. Если отпуск не подходит, новые задачи не берет, неинтересно в проекте. Мы сейчас упираемся опять в тему мотивации, причем так плотно. Существует 18 факторов мотивации, вообще всевозможных, связанных с работой, с самоотношениями с другими людьми, самоощущением каким-то. И здесь руководитель, конечно, может все 18 перебирать. Другое дело, что ресурсы самого руководителя и компании не ограничены. Я не хочу сейчас звучать пессимистично, но бывают случаи, когда мы ничем не можем помочь человеку. То есть он может перерос и нашу компанию в том числе. Такое тоже бывает. То есть это крайность, конечно, но такое тоже бывает. И плюс есть еще материальный интерес, который тоже линейный тот же руководитель не всегда может удовлетворить. Да? То есть какие-то вещи, которые за гранью руководителя лежат, но поговорить, изучить и понять, что конкретно человеком может двигать дальше. И само развитие тоже может явиться мотиватором, по большому счету, чтобы человек работал эффективнее. Поэтому здесь сложно тебе прям дать палетку, какой-то конкретный ответ. Ситуации надо разбираться. Да, Виталий привел просто кучу всяких разных примеров, которые возможны, но это тоже не все. Мы тебе сейчас все тут не расскажем. Просто это конкретные случаи уже мы смотрим. И исходя из этого, понимаем, если смотреть по-научному,
все-таки я отвечаю за обучение в этой компании. И если смотреть с точки зрения андрогогики, то есть науки об обучении и развитии взрослых, взрослому человеку нужна причина, зачем ему нужно обучаться, развиваться и расти. Если ребенку ты можешь сказать, ты должен, потому что мама, папа сказали, он будет. Потом наступает какой-то момент в жизни каждого человека, когда даже ребенок говорит, дорогие мама с папой, я не хочу. И все. И ничего не сделаешь, если не найдешь, как и со взрослым человеком. То есть все, ребенок уже... Вечная беда. уже это уже взрослый человек с этой точки зрения. Соответственно, если нету понимания, зачем мне это надо, мне конкретно, лично, то ничего не случится. То есть никто не будет обучаться. То есть для галочки, может быть, да, но по сути, так как хотелось бы, то нет. Окей, хорошо. Я понял, я как руководитель понял, что вот этих сотрудников там надо развивать. Что самое базовое, как минимум, я могу сделать для того, чтобы это развитие запустить? Не, смотри. Какие инструменты? Мне сам вопрос немножко, я поэтому позволил Виталию на него ответить, когда ты спросил, как руководитель понимает, что сотрудника надо развивать. Мне вопрос этот немножко резанул слух, потому что мы начали с того, что руководитель вообще в принципе должен развивать сотрудников. И Виталий об этом говорил. Он только пришел, и все, он... Не то, что он понял, он просто пришел самим тем, что он явился на работу, все, значит, уже запускается этот триггер. А если, опять же, посмотреть с точки зрения, я не знаю, макроуровня, с точки зрения рынка труда, если говорить про офис, где более высококвалифицированный рабочий труд нам требуется, да, нежели чем просто линейные сотрудники, или, допустим, руководство магазинов, то же самое. Судя по рынку труда, у нас нехватка квалифицированных кадров не только в Казахстане, вообще в мире, по большому счету. И поэтому, исходя из этой точки зрения, каждая компания в своей отрасли, она обязана и должна заниматься обучением и развитием всех сотрудников и сразу. То есть никак не надо понимать, надо или нет, надо просто развивать всех и всегда. Надо понимать, в какой степени. То есть надо вкладываться в каждого сотрудника. То есть мы развиваем всех и обучаем всех. У нас в системе дистанционного обучения только просто потому, что сотрудник к нам пришел, ему автоматом на следующий день назначается программа обучения. То есть мы развиваем всех базово. Это профессионально, если ты про это. Какие-то профессиональные вещи для того, чтобы он просто элементарно выполнял хотя бы на минималках свою задачу. Это первый момент. Все остальное дополнительно, это уже исходя из конкретного сотрудника. Если он выгорел, либо мы видим, что у него есть потенциал, но он еще пока не понимает, куда ему двигаться, там помочь как-то. То есть даже тот самый скучающий, которому ничего вообще не надо, и мы для него у нас есть такие, проходная компания, ему нужно просто где-то работать, и на этом все. Даже его мы все равно обучаем для того, чтобы он хотя бы минимум задач, которые требуются компании, выполнял. То есть развиваем, даем возможность для развития мы всем, только в разной степени. И чтобы определить, в кого надо больше вкладываться, а в кого меньше, здесь уже ключевую скрипку играет руководитель. То есть понять, кому, кого, куда, когда, в каком направлении поддерживать, продвигать, мотивировать и так далее. То есть, на мой взгляд, современная картина, чтобы быть компанией эффективной, должна выглядеть таким образом. Просто потому, что лучше сотрудников из числа новых уже не будет. Эта старая мысль о том, что за тобой 10 человек в очереди стоят, таких же или даже лучше, чем ты, это вообще на самом деле уже миф, потому что на рынке только будет хуже. То есть готового классного мы не получим с рынка никогда. Его все равно каким-то образом надо будет под компанию подстраивать, он входит даже на самом высоком уровне. Я как человек, который достаточно много проектов делал для развития топ-менеджмента крупных компаний в нашей стране, даже топов нужно развивать. То есть об этом тоже мало кто думает. Они сразу такие, раз они топы, значит, они все умеют, знают. Это не так. Чтобы компания дальше двигалась в том русле, в котором хочет первый руководитель или акционеры, топов тоже надо развивать. То есть даже на таком уровне. Не говоря уже о сотрудниках, которые впервые приходят к нам в магазин и вообще первый раз видят, как устроен магазин за пределами торгового зала.
Вот вы сказали о том, что мы должны в первую очередь не задаваться вопросом, кого нужно, а кого не нужно развивать, а то, в какой степени, кого больше, кого там поменьше. А если мы вот так посмотрим, вот есть люди, в которых мы видим перспективу, вот видно, что они там, если вкладываться в них, то там будет хороший выхлоп. А с другой стороны, есть другие люди, которые, может быть, мы не так сильно перспективу видим, но они уже начали там выгорать. Как раз на тему, допустим, вот того, что развития не хватает. В кого делать вклад? На кого делать приоритет? И в тех, и в других. Тут не речь о приоритетах, то речь, на мой взгляд, об интенсивности. Мне интересно, что Виталий думает. Нет, на самом деле я поддерживаю полностью. Не стоит под один шаблон всех подвигать, выравнивать, что всем нужно единое, одинаковое обучение, всем необходимо именно развиваться в этом направлении. Да, действительно, есть сотрудники, которым хочется развиваться более интенсивно и более широко, есть сотрудники, которым это, в принципе, не надо. Никого палкой заставлять не стоит, потому что мы еще получим больше негатива, чем мы и так имеем. И вряд ли получится. Да, и вряд ли получится, да, потому что у каждого из нас есть определенные свои цели в жизни на текущий момент. У кого-то они есть краткосрочные цели, у кого-то есть долгосрочные цели. Кто-то пришел действительно просто переждать время определенное. Кому-то нужно просто заработать свободные деньги сейчас. И поэтому здесь надо именно немножко избирательно подходить к этому вопросу. И, к сожалению, да, нужен индивидуальный подход. От кого можно получить обратную связь? Да, правильно, от руководителя. Потому что руководитель с этим сотрудником общается, видит, да, он видит, кто как из них воспринимает информацию, кто как работает, кто как вкладывается, у кого какой КПД, коэффициент полезного действия. И исходя из этого, да, уже подходить индивидуально, формировать программу для развития. И опять же, использовать разные инструменты в этом отношении. Кому-то будет достаточно просто в рамках рабочего дня, да, сопровождение обучения, да, ну, а кому-то необходимо более углубленное дистанционное обучение, кому-то необходимо тренинги, кому-то необходимо даже сменить обстановку для того, чтобы увидеть, что происходит в других подразделениях, там, неважно, офис это или склад, да, или это все-таки магазин. Потому что у каждого свои определенные нагрузки, занятости, да, и, возможно, опять же, вот у нас же мультиформатная сеть, да, у нас у каждого человека есть свой ареал обитания, кому-то достаточно 100 метров квадратных, кому-то не хватает и гипера целого. И многие сотрудники, когда вот их начинаешь растить, развивать, он идет по карьерной лестнице, он из одного формата в другой формат переходит, и на этапе крупного формата он выгорает, потому что для него это слишком большая территория. Угу. Он не может с этим справиться. Это очень много есть примеров там, и в разных компаниях, в нашей компании, да, когда мы переводим сотрудников не только наверх, но и вниз спускаем, потому что ему слишком много пространства, и он начинает теряться уже. В этой связи вот хотелось бы просто добавить, есть целые исследования на тему того, что не каждый может и должен быть руководителем, то есть его развитие не обязательно должно уходить, потому что руководство – это другая профессия абсолютно. Если у вас шикарный, замечательный сотрудник, уважаемые слушатели, это не значит, что он, скорее всего, руководитель. Исследования показывают, что только каждый 7-й из ваших сотрудников может стать руководителем. Все остальные, они могут быть шикарными специалистами, и это проблема во многих компаниях, потому что у нас иногда у людей нет возможности расти горизонтально, то есть с точки углубляться в экспертные какие-то знания в том же самом головном офисе и получать за это достойное вознаграждение. Я не только про нашу компанию говорю, я в принципе из опыта и из того, что на рынке сейчас происходит. То есть горизонтальный рост, он не во всех компаниях существует. У нас только вертикальный, и считается, что развитие – это только вверх. На самом деле это ошибочная история. Я же говорю, статистика показывает, что только каждый 7-й может стать нормальным руководителем. Все остальные – это компании, если в кадровый резерв всех остальных вкладывается, это деньги в песок. Потому что эти люди, они пробуют, они понимают, что это не их. Хороший пример, он даже такой, его можно как аллегорию использовать. Пространство слишком большое, у нас, правда, это можно еще и буквально использовать, учитывая гиперы, да? То есть для кого-то это слишком большая ответственность, или слишком много полномочий, или слишком много задач, и он бы ковырялся лучше в своем экспертном направлении, и все. И это не то, что и все этого достаточно, а в смысле там, что может быть такая глубина, но компании не позволяют расти горизонтально, соответственно, в разных компаниях, в разных направлениях эксперты такие, они в итоге одного уровня все. То есть все, которые хотят дальше и больше, они потом уходят в другую компанию, если они хотят становиться руководителями. И, кстати, это уже, наверное, тема другого подкаста, почему компании теряют хороших специалистов, но это отсюда, это одна из причин, на самом деле.
Я, кстати, читал, что на LinkedIn было исследование, что 94% сотрудников остаются дольше в компании, если чувствуют, что у них есть перспектива развития. Это вот как раз о чем вы говорите. Ну да, опять же, что они имеют в виду под развитием? Люди чувствуют, что у них есть перспектива. Да, я понимаю, да. Но вот перспектива, к сожалению, во многих компаниях, она только вверх. А не каждый из этих 94% готов вообще и может расти вверх. И ему это надо ли вообще или ей. Ну, то есть вот здесь вот большая проблема и парадокс. То есть все хотят развития, но никто до конца не понимает, куда. И тут такой раз, умный руководитель, молодец, который может помочь разобраться со всей этой историей. Это тоже, возвращаясь к нашей теме, что руководитель в этом случае – это реально главная, центральная роль для сотрудника. Особенно для того, который очень хочет, но не знает, куда ему надо. Вот я могу из опыта немножко добавить наблюдение. Да, вот у меня есть два опыта по данному вопросу, да, по поводу именно горизонтального и вертикального развития. Когда я устроился в компанию, ее, в принципе, можно назвать, ее уже не существует. Это компания «Карусель». Это очень похожий формат гипера, как у нас сейчас в компании. Вот я пришел туда на позицию продавца, и спустя, получается, 5 лет я вернулся в этот же гипермаркет уже на позиции ЗДФ. Пройдя этапы продавца, заместителя менеджера, потом был специалистом по подготовке персонала, открытие гипермаркетов по стране. Вот. И я, когда вернулся на позицию ЗДФ, я встретил своих коллег, которые на этапе моего прихода продавцами были продавцами. Они таки остались продавцами. То есть, они на протяжении этих 5 лет работали в этом кэше, да, продавцом. Их все устраивало. То есть, они вот нашли свою нишу, они как бы работали и вот из года в год, оставаясь в том же отделе, в том же должности. Как бы, вот. Это один из примеров. А есть вторая компания, она сейчас существует, я в ней проработал определенное количество времени. Вот не буду называть эту компанию, она существует, и она и есть здесь, на территории Республики Казахстан. Как раз у них вот то, что говорила Майя, именно есть горизонтальное развитие 4 ступеней. То есть, продавец может в течение 4 лет прийти с обычного, я, к сожалению, не помню, как правильно называются у них уровни, да, обычный как бы начальный этап продавца может стать экспертным продавцом, да, в течение 4 лет. И будучи в Москве, опять же, я работал в этой компании в Москве, спустя 8 лет я приехал в этот кэш, встретил продавца, который стал экспертом. Я спрашиваю, почему ты не стал менеджером? Он говорит, а зачем? Меня устраивает то, что я сейчас эксперт. Ко мне обращаются очень многие коллеги из других регионов, других филиалов. Потому что у меня как бы экспертное мнение, да, по моей категории. И я всем даю рекомендации, я являюсь наставником. Меня все устраивает. Меня устраивает график работы, комфорт внутри коллектива, который сложился здесь на протяжении уже 10 лет. И поэтому говорю, мне не надо быть менеджером. И зарплата мне позволяет для того, чтобы как бы себя комфортно чувствовать на рынке, потому что я отношусь к высшей касте, да, продавцов, но я отношусь к высшей касте продавцов. Нас награждают ежегодно. То есть, система мотивации сложена именно в внутреннем развитии, именно линейном развитии. У меня тоже есть опыт уже даже не ритейла, там, телекоммуникационные компании или нефтедобывающих компаний, вплоть до того, что люди на уровне экспертном, на высоком, иногда могут получать больше, чем их руководитель. Просто потому, что они эксперты, и у них большой опыт работы. То есть, это горизонтальный рост тоже по ступеням определенным идет. Вот. И вот оно такое, может быть, тоже развитие, имеет право на существование, особенно если экспертная область, она позволяет, тут даже если продавцам такое смогли придумать, там Да. тут сложно очень сильно, прямо глубоко копать, но если направление позволяет, там, я не знаю, геология, например, там, главный геолог – это царь и бог в нефтедобывающей отрасли вообще-то, и он может получать гораздо больше, чем там начальник участка или начальник даже управления добывающего, например. Ну, то есть, это нормальная совершенно история, в разы причем больше. Ну, вот на своем примере, вот то, что я пришел на позицию директора формата гипермаркет, у меня зарплата была ниже, чем у эксперта заведующей секции. То есть, у заведующей секции зарплата была больше, чем у начинающего директора формата гипер. Это, в принципе, очень такая интересная вещь, как бы, и многие сотрудники в этой компании работают 15, 20, 25 лет. То есть, это, к сожалению, не отечественная компания, да, это именно европейская компания. То есть, у них это заложено уже в ценностях, там, уже, наверное, не десятилетия, да, там уже больше. Потому что есть понимание, что не все могут быть руководителями, но все хотят в каком-то направлении развиваться. Соответственно, надо находить возможности и пути построения таких вещей.
То есть таких структур и внутри организации для того, чтобы у всех была возможность двигаться куда-то дальше. И приносить пользу компании. Ну, то есть это же не про то, что мы там, это детский сад, там людей выращиваем, чтобы всем было хорошо. Это тоже в числе. Но таким образом, это вот то, о чем я вкратце мельком сказала, это решает проблему компании по удержанию классных экспертов. Потому что если эксперт дорастает до определенного уровня, и компания не готова ему больше ничего предложить с точки зрения карьеры, то он просто уходит в другую компанию. Соответственно, в этой компании только до определенного потолка люди остаются. Есть же у нас компания, которую мы называем кузницей кадров. То есть просто нет возможности дальше. Как только я достиг экспертного какого-то потолка в этой компании с точки зрения карьеры, я уже не хочу просто вкладываться в себя как в эксперта для этой компании. И такие люди уходят. То есть это вот развитие у нас тут упирается чисто в эффективность компании и на то, насколько она может удерживать классных специалистов. Ну, кстати, знаете, что я могу сказать, что в нашей компании есть тоже пример линейного развития. Есть в каждом регионе, у каждого регионального директора, у каждого территориального директора есть линейное развитие в линейке именно руководителя директоров филиалов или территориальных директоров. В чем это развитие проявляется? Это проявляется, как не прискорбно это сказать, в сборе отчетности. Все знают, что очень много запросов поступает с главного офиса по разным причинам, там, от операционного департамента, от финансового, от коммерческого департамента. Так вот, у каждого руководителя, даже у меня есть, хоть у меня всего лишь там в подчинении 8 маленьких деликов, да, даже у меня есть директор филиала, который не просто собирает информацию по запросам, он ее анализирует, чистит и потом предоставляет итоговые данные. Это тоже стоит, на самом деле, не просто как это кабала. Здесь идет именно погружение в информационный поток, и доверить можно не просто обычному сотруднику, да, а именно тому, кто уже внутренне развился и созрел до аналитической деятельности, который не подведет своего руководителя, и который предоставляет уже на выходе чистую информацию. И вот такие у нас сотрудники уже существуют. И я более чем уверен, что даже в формате кэш и, наверное, в формате супер уже на уровне линейки ЗС, там, ЗДФ, да, или даже руководителей там, среднего звена есть такие сотрудники у каждого территориального директора, который таким образом развивает линейно данного сотрудника. То есть, по большому счету, мы уже изначально готовим так называемый кадровый резерв не по регламентам, а именно внутренне готовим данных сотрудников к какому-то дальнейшему шагу. Опять же, с одной стороны, сдерживая их для того, чтобы они не смотрели налево. То есть, понятное дело, что не уходили из компании. С другой стороны, мы им уже позволяем взять на себя определенную долю ответственности, которая идет за рамки их функциональных обязанностей. Поэтому, в принципе, в нашей компании есть такие примеры, и я уже обращаю внимание, что это в каждом регионе, у каждого регионального директора это существует уже. Предвосхищаю, что вот кто-то из наших слушателей может в какой-то момент подумать, ну хорошо, вот вроде бы все понятно, нужно развивать, это важно, полезно, мне понятно зачем, времени нет. Да, вот что бы вы такому человеку сказали на это? У кого времени нет? У руководителя. У руководителя нет времени на то, чтобы вкладываться вот в развитие сотрудников. Давайте поймем, чем должен заниматься руководитель тогда, чтобы понять, на что уходит его время. Ну, то есть... Основная, опять же, давайте тогда сформулировать, в чем профессия руководителя заключается. Видимо, он делает работу за сотрудников зачастую. Ну, это другой вопрос. Это не совсем руководитель тогда. Это такой играющий тренер, получается. Не в смысле бизнес-тренера, а в смысле в спортивной терминологии. Ну, то есть, это человек, у которого есть полномочия, но нет возможности, может быть, опыта или знаний, как все-таки сделать так, чтобы команда работала, а не самому в воротах стоять, в нападение идти. Ну, то есть я поэтому говорю, в чем заключается профессия руководителя. В построении команды, в управлении этой командой, в постановке задач, достижении результатов. Точно руками он, по сути дела, может показать что-то сделать, да, какую-то часть, отчеты, может быть, какие-то. Опять же, но это более верхнеуровневая история. И развитие – это одна из функций руководителя. Ну, то есть ты сейчас спрашиваешь, получается, у него нет времени делать часть своей работы. Что мы будем с этим делать? Ну вот, это вопрос к его руководителю тогда уж. Наверное, что с ним делать, если он не может выполнять часть своей работы, у него времени не хватает. Идти развиваться дальше. То есть, грубо говоря, это уже упирается в его какие-то личные вещи. Либо он не хочет этим заниматься, либо он не понимает, зачем это нужно, поэтому не занимается, либо у него с тайм-менеджментом проблемы. Ну, то есть, вот как-то так.
Мне кажется, это часто бывает из-за того, что он начинает делать работу за своих сотрудников, и получается какая-то кабала такая бесконечная, когда, ну, вроде бы я должен успевать эту работу сделать, без нее никак, а поскольку время все занято, то я, соответственно, не могу Это, их смотри, развивать. пункт первый, построение команды. Если человек не смог выстроить команду, которая бы делала свою работу, которую она должна делать, он, конечно, будет ее делать за них. Ну, это логично. То есть, если он не понимает, как работать с людьми, опять же, это как раз-таки зачастую следствие того, что мы очень хороших сотрудников, грамотных, хорошо понимающих, как работа делается, ставим руководителями. Я уже сказала, только каждый 7-й может стать. Это вот какой-то 5-й или 6-й, видимо, из них, потому что это как раз те люди, которые не смогли. Ну, то есть это другая профессия, и ей тоже нужно учиться. И прежде чем ставить сотрудника руководителем, это то, что вот Виталий говорил, какие-то действия должны быть предварительные, прежде чем этот человек, там, вот здесь речь идет уже о руководителе руководителей, грубо говоря, это следующий уровень, да. Нужно этого сотрудника готовить. Мало там формального какого-то обучения, да, по базовым вещам. Ну, вот у нас в рамках кадрового резерва есть школа управленца. Это 5 раз по полдня. Это дает только просто общее понимание, что это такой флер, вкус профессии. Все остальное это нужно делать непосредственно руководителю, если он видит, что есть у человека потенциал, давать ему, грубо говоря, порулить. То есть вот, была история про то, чтобы там сотрудник пошел, последил, как остальные обучение проходят. Это вот дали порулить, потому что это задача руководителя. Или руководитель ушел в отпуск, а поставил определенные небольшие задачи, выбрал конкретного сотрудника, в котором он видит человека, который может стать руководителем. То есть вот это постепенный, иногда очень долгий процесс, в зависимости от того, что мы изначально имеем, какие способности у сотрудника. И только потом ставить его руководителем. Если он становится, его просто вот так вот кинули и думает, что он выплывет, только каждый 7-й выплывает. Все остальные начинают делать работу за команду, бедные бедолаги выгорают потом говорят, потом увольняются или еще что-то, или срывы какие-то происходят. То есть это говорит о том, что руководитель этого человека просто прошляпил этот процесс, он пропустил что-то и назначил человека, который не готов просто. Поэтому, когда так говорят, это очень странно, что у меня нет времени на моих подчиненных. На чем ты тогда занимаешься? Вопрос следующий возникает. Ну, вот я немножко дополню Майю в отношении «нет времени». На самом деле здесь стоит... мы всегда ищем золотую середину, да. Для сотрудников, которые находятся в золотой середине, всегда есть время. Но здесь есть, скажем так, 2 крайности. Первая крайность – это когда руководитель, как Никита сказал, что делает работу за сотрудников. Это первая крайность. Вторая крайность – это когда слишком много делегирует полномочий. Это вторая крайность. И там это очень опасная вещь, потому что везде будет негативный результат. В первом случае, когда делать за работу он ничего не успеет, и команда не будет сформирована в принципе, потому что все будут понимать, что директор все за нас делает. В другой крайности, когда делегирует полномочия, сам руководитель уже может выпасть из поля зрения, а что происходит вообще на самом деле внутри коллектива, внутри команды и вообще внутри самого филиала, потому что он может просто не заметить то, что за него уже выполняют работу, и он, по большому счету, как руководитель, уже не нужен. И это уже увидит его руководитель, что, приезжая в филиал, на все вопросы отвечает не сам руководитель, а его подчиненный. Вот. И мы всегда ищем золотую середину, да, в жизни, не обязательно на работе, в семье, в свободном времени, да, для того, чтобы все успеть и отдохнуть, успеть уделить время семье, родителям, родственникам, да, себе время. И мы всегда стараемся найти эту золотую середину, чем-то жертвуем, чем-то, наоборот, себя балуем. Поэтому здесь, наверное, больше зависит уже не то, что руководитель тебя может этому научить, а тут уже зависит, скорее всего, мне кажется, от твоего внутреннего мира. Это вот как раз про потенциал речь. То есть руководителя, опять, научить невозможно. Мы с этого тоже начали, да, то есть можно только научиться, когда есть у человека желание. И потом такие руководители, как вот про вторую крайность, когда человек слишком много делегирует. Если ты сам за подчиненного не решил, что должен делать, то он решит за тебя. И все. И тогда там есть явно какой-нибудь серый кардинал, которым всем этим рулит на самом деле, по большому счету. Если команда не разваливается, какие-то результаты приносит, а этот просто номинально там присутствует. Значит, какой-нибудь ЗДФ или здесь заместитель подразделения в головном офисе, значит, он там всем рулит. И я бы на месте руководства смотрела бы туда.
Если ничего не развалится. Если разваливается, значит, там некому рулить. Интересно, у нас в течение сегодняшнего подкаста идет такой красной линией некое разделение о том, что вот одно дело то, как мы развиваем сотрудников, да, и вот при этом вы еще иногда говорите про развитие команды, да, что команда там может разваливаться, может не разваливаться и так далее. Как вообще отличается развитие сотрудников от того, чтобы вот как-то команду формировать, и что это значит? Ну, на мой взгляд, развитие, опять это индивидуальная история, это развитие хардов и софтов конкретного человека, исходя из его потенциала. А развитие команды – это, начиная с софтов, как они взаимодействуют друг с другом вообще, и могут ли они взаимодействовать, насколько они понимают друг друга, то есть это вот в этом точно. И второе, харды тоже потом только подключаются, правда, чтобы уравнять какое-то общее понимание у всей команды, что же мы делаем, то есть если это какая-то новая задача, например, то явно всех как-то надо развить. То есть параллельно, вне зависимости от того, какой у каждого из них потенциал. То есть какое-то общее common knowledge, общее понимание того, что происходит, должно быть у всех. Ну, условно, новые правила инвентаризации, например, ввелись, да, надо все, чтобы знали. Любое, вообще любые новые моменты. Ну, вот именно поэтому руководитель через взаимодействие, то есть совещания, встречи с командой, он доносит какую-то информацию, даже если общую. Это все равно каким-то образом понимание у всей команды повышает. То есть там сначала софты по взаимодействию, по коммуникации друг с другом, а потом харды. Это если речь идет о развитии команды, чтобы она спелась, сработалась, чтобы все друг друга поняли. Ну, то есть вот так. Индивидуальная там тоже история есть, потому что люди все разные, чтобы они притерлись. И если руководитель видит, что какие-то конфликты появляются или какие-то шероховатости во взаимодействии, там, конечно, можно индивидуально уже работать, но в принципе это там просто задача, чтобы команда сработалась, и чтобы она как единый организм выполняла какие-то задачи, была эффективна. Ну, на самом деле, мне добавить нечего. Вот, потому что то, что ключевое я услышал от Майи, это, да, действительно, это идет как развитие команды и сплоченность команды. Да, это через именно работу с командой в целом. То есть нельзя никогда по отдельности, скажем так, проводить беседу там, или встречи с каждым сотрудником, в любом случае еженедельной основе, там, или опять же, не обязательно должно быть еженедельно, да, это может быть там, раз в месяц, или может быть по ситуации, какой-то конфликт произошел. Это рекомендация всем руководителям собрать команду, обсудить данную тему, не делать никаких преждевременных выводов, послушать объяснение каждой стороны и уже выйти с определенным результатом, с определенным решением, что делать дальше. Потому что, как правило, у нас есть проблема в коллективе всегда, что кто-то кого-то не любит. Пришел какой-то новый сотрудник, или кого-то назначили на должность выше, чем сотрудника, который долго работал в коллективе. Или, допустим, кому-то поручили какое-то задание ответственное, а другой сотрудник считал, что это его должна была быть задача. Не обязательно должна быть какая-то мотивация материальная по результатам этой работы. Просто само обращение руководителя к подчиненному может вызвать конфликт, что а почему меня не заметили, а вот заметили кого-то другого. Это, к сожалению, очень часто бывает, и здесь надо отчасти иногда передавать такие задания там, от сотрудника к сотруднику, для того, чтобы у каждого был определенный объем равноправия, скажем так. Потому что многие сотрудники, которым начинают очень много вешать задач, он начинает уже загибаться. Да? Кто-то на расслабоне, а кто-то тянет весь воз один, как бурлак на Волге, да, эту баржу, а все остальные там свесили ножками. И я думаю, ничего страшного, опять его назначат, он это все сделает, там, мы там в сторонке постоим, покурим, сходим. Там. К сожалению, это правда. Ну да, это красный флаг у руководителя. То есть его вообще компетентности, если у нас тот, кто хорошо работает, тянет больше всех. То есть это прямо в корне неправильно. Хорошо. Понятно, что это тоже могла бы быть отдельная тема для подкаста, но вот коротко, может быть, основные принципы. Что вот можно делать для того, чтобы работать над сплоченностью команды? Ну, вот некоторые моменты мы назвали. Вообще, когда приходит новый человек в команду, вы начинаете выстраивать с нуля.
Ну, то есть не так, что в нашу дружную, замечательную семью пришел какой-то плохой один сотрудник и нам все разрушил. На самом деле не так. Приходит новый сотрудник и формируется новая система взаимосвязи внутри в компании и взаимодействия. То есть чтобы каждый элемент этой системы был как часть организма, а не как какое-то инородное тело. Потому что иногда, я же говорю, воспринимается, что вот какой-то пришел, у нас тут было хорошо, сейчас вот стало плохо из-за него. На самом деле это из-за того, что руководитель не смог построить. Что можно сделать? Мы уже говорили о том, что должны быть какие-то регулярные встречи, и они не только должны быть направлены на вопросы по профессиональной, то есть на задачи, которые ставятся. Должны обсуждаться вопросы взаимосвязи, конфликтов и всех остальных вещей, которые вот есть в компании. То есть на планерке сели поговорить о том, какие у нас конфликты есть. Нет, не обязательно. Нет, это искусственно выглядит. Ну, да, как это вот если, сделать? допустим, что-то случилось, то это прозрачность какая-то должна быть. То есть мы поговорим с каждой стороной, пока никаких решений не принимается, все нормально, чтобы успокоить людей, если что-то произошло там из ряда вон выходящее, например. И я про регулярность, это то, как дела, какие-то вещи спрашивать и общаться со всеми вместе, и с каждым участником по отдельности. То есть не должно быть людей в команде, которые невидимые для руководителя. По крайней мере, они себя чувствовать так не должны. И здесь регулярность взаимодействия с каждым из сотрудников должна быть. Как у тебя дела, как происходит? Вы просто ставите задачу человеку, лишний раз можно спросить, как настроение и все остальное. Даже если у вас очень большая команда, какое-то время индивидуальное все равно нужно уделять каждому. Тогда не будет ощущения, что вот там Пете и Васе он больше времени уделяет, а вот нам с Мариной нет. Ну, то есть такое, чтобы было ощущение у каждого из сотрудников, что он важен, и что руководитель видит, что он делает. Отсюда вот эти все вещи, которые мы на практиках управления даем, про похвалу, про обратную связь, которая именно положительная. Мы не склонны давать положительную обратную связь вообще. Ну, то есть это не заложено, это противоестественный процесс в каком-то смысле для каждого из нас, но доброе слово и собаке приятно. Очень важно, чтобы каждый из участников команды понимал свою значимость и какой вклад он вносит, и что руководитель его там как минимум уважает. То есть это важный момент. Я говорю нам про естественно, имея в виду руководителей, потому что это такое насилие. Не склонен человек, по крайней мере, в нашем регионе не склонен он прям каждому похвалы раздавать направо и налево. Нет у нас такого. Поэтому это некое вот такое насилие над собой, но оно очень плодотворно и положительно влияет на сплоченность команды и на восприятие командой руководителя. И третий момент – не оставлять никакие конфликты, никакие терки, никакие вскользь брошенные неприятные слова без внимания. То есть это тоже очень важно, потому что это будет тлеющий конфликт тогда, который потом может взорваться так, что мало никому не покажется. То есть вот отслеживание таких вещей – это тоже очень важно. И четвертый момент – это мероприятия на, не тимбилдинге, но какие-то вещи, которые сплачивают команду. Пойти там, я не знаю, всем вместе пообедать. У всех дети, семьи и так далее. Не обязательно там выезжать куда-то, это уже как бы по желанию. А с точки зрения обязательных вещей, пойти все вместе пообедать. Или там в пятницу провести, там, если это офис, провести какой-нибудь 15 минут совместный кофе, пообщаться. То есть не на производственные темы, просто сблизиться с людьми на уровне не профессиональном, а межличностном, человеческом. Это все нужно для того, чтобы сформировать доверие друг к другу и понимание. Мы кому доверяем? Когда мы знаем этого человека. То есть если мы его знаем, мы его понимаем, почему он так себя ведет, зачем он это делает, мы немножко понимаем, что у него в семье происходит, насколько он нас туда пускает. Если мы знаем, мы тогда больше ему доверяем, потому что мы не доверяем, когда непонятно и неизвестно. То есть вот эти все вещи, они для того, чтобы сформировать доверие команды, участников команды друг к другу, к руководителю, то есть все, что вот на это направлено. И тогда команда более-менее вот начнет работать сплоченно. То есть это такой... Вроде про команду речь, но из 5 пунктов, которые я перечислила, очень многие про индивидуальный подход. Очередной раз добавить нечего, на самом деле. Но приведу из практики ситуацию. В одной лодке, Виталий, просто. Да, ситуацию, когда вот я только пришел работать продавцом, и у нас был достаточно большой коллектив в отделе.
Вот. У нас был, я сейчас могу уже с точки зрения опыта сказать, что у нас был плохой руководитель. Почему? Потому что в течение первого месяца, когда я работал продавцом, я ни разу никогда не видел сотрудников с другой смены. То есть, и получалась какая ситуация, что мы работали в графике 2-2. Сейчас у нас тоже, кстати, много филиалов, которые в таком графике работают. Вот. И получалось как? Ты выкладываешься, вкалываешь, все готовишь к следующей смене, чтобы у тебя было все красиво и хорошо. Вот. Проходит период, и тебе говорят, что ваша смена работает плохо. Вот. А почему так оказалось? Потому что, когда ты готовишь 2 дня, выкладываешься, работаешь полностью на отдел, плоды пожинает другая смена. Потому что они приходят уже на все готово. Вот. И они смотрят, что все так хорошо. Зачем нам что-то делать? Да? Зачем нам там делать какие-то заказы? Зачем нам там дополнительно выкладывать товар? Товара хватит на 2 дня, и, в принципе, нам, по большому счету, можно расслабить определенные места, и можно ничего это делать. И получилось так, что эту ситуацию заметил более высокий руководитель и понял, что проблема не в смене, которая, то есть, вкалывает, да, а проблема в руководителе, который не видит того, что одна смена работает, вторая смена расслабляется. И было принято решение собрать полностью весь коллектив вместе с руководителем, поставить определенные задачи, и уже на 2-й месяц эта ситуация улучшилась. Это к чему? Потому что моя права в том, что обязательно необходимо проводить какие-то мероприятия, связанные с объединением команды, для того, чтобы команда видела хотя бы в глаза всех сотрудников. А что вообще мы можем сделать для того, чтобы у нас в команде не только была сплоченность, да, но еще и какая-то культура развития, в которой мы вместе идем вперед? Опять же, возвращаюсь к старой доброй андрогогике. Человеку, чтобы развиваться, взрослому, и обучение какое-то проходить у него должна быть веская причина. То есть он должен понимать, зачем ему это нужно. Вот если руководитель может донести, зачем сотруднику это нужно, то будет и развитие, и будет и желание двигаться вперед, и достижение целей, и все, что ты хочешь. В этом и искусство, на самом деле, руководителя заключается. И эта профессия, она не самая легкая, как казалось бы. Это не просто... То есть оно кажется так, что тебе дали полномочия, ты можешь рулить, и все, и жизнь прекрасна. Чтобы быть хорошим руководителем, это достаточно сложная история. Бывает, что руководителю нужно продать задачи, которые непопулярны. Продать сотрудникам задачи. Да, и продать сотрудникам, и более того, чтобы они были мотивированы. Нужно искать, а что в этих задачах для них. То есть, что для них, как для потенциальных кандидатов на рынке труда, для них, как для личностей, для них, как для членов команды. Смотря у кого, опять упираемся в мотивацию, смотря у кого, на что загорятся глаза. На какой из стимулов, так скажем. Если не про сплоченность говорить, а про то, что там главное развитие, это про искусство руководителя. Мне кажется, что начать можно с того, чтобы вообще, в принципе, появилась идея продавать что-то сотрудникам, не просто ставить задачи, что надо сделать, и все, делаем. Задачи тоже не все умеют ставить хорошо и правильно. То есть иногда непонятно. У нас, к сожалению, телепатией не обладают люди в большинстве своем. То есть начать хотя бы с минимума, ставить задачу так, чтобы она была понятна, и чтобы сотруднику было понятно, зачем она ему. И с точки зрения материальной, если показатели у нас по системе признания влияют на плюшки, которые каждый квартал, полгода или в год появляются, да, это одна история. А если мы видим, что сотрудник хочет стать руководителем, а ты порули, это еще тебе добавят в копилку, например, да, попробуй что-то сделать, и так далее. То есть при постановке задач это не только смарт, там еще дополнительную можно добавить еще 2-ю букву М, это про мотивацию. Зачем продать это? Зачем нужно сотруднику? Все. То же самое по смарту, то, с чего мы начали, задачи развития. То есть зачем тебе нужно развиваться? 1-е, 2-е, 3-е. Или как ты сам думаешь, смотря, опять же, от уровня зрелости сотрудника зависит. Либо у него спросить, либо самому ему сказать. Я обычно, как руководитель, включал дух соревнований. Да, не внутри коллектива, а именно внешне. Что мы делали? Когда мы понимали, что нам становится скучно, так оно бывает на самом деле в подразделениях, мы выбирали конкурента своего внутреннего, определенного, да, который был похож
по формату, по выручке, там, по среднему чеку, ну, там, плюс-минус. И мы себе сами ставили задачу для того, чтобы победить. Не для того, чтобы получить какую-то мотивацию дополнительную, а для того, чтобы победить самого себя. Когда мы понимали, что у нас цель достигнута, да, то есть мы выполняем плавный показатель, у нас там всегда плюс в этой выручке. Да. Самое главное, чтобы этот руководитель выше не делали ошибки и не навяливали дополнительные показатели. Да. То есть, там, ну, вот они хорошо такие молодцы, там делают 110%, давайте мы сейчас 10% накинем. Пускай они тянут дальше. Ну, мы уже говорили про баржу. Это может быть не только в рамках одного сотрудника, но и в рамках всего коллектива, филиалов. Так вот, мы выбирали таких соперников и уже в рамках каждого подразделения подтягивали свои результаты для того, чтобы показать себе, что мы можем достичь больше. Развитие команды – это не только достижение какого-то результата определенного, краткосрочного. Это долгосрочная перспектива, скажем так, бальзам на сердце. Долгое время я был менеджером по обучению в крупной компании в России. И спустя 4 года после того, как я уже ушел от обучения, мы встретились, все директоры филиала встретились в Санкт-Петербурге на общий съезд директоров кэш. У нас было 66 человек. Что меня порадовало и какой был бальзам на сердце, это долгосрочная перспектива, когда приехали ребята с регионов, директора филиалов, в которых я обучался во время с продавцов на менеджера просто. И было очень приятно, что ты в рамках своего функционала обучения помог заложить определенные базовые знания и фундамент знаний в дальнейшем. И твои плоды выросли в руководителей практически высшего звена в операционной дирекции. И, опять же, очень приятно. Но так всегда, если вы в обучении, вы не только жестких конкурентов можете себя вырастить, но из-за этого веселее. Если про личный опыт говорить, я 20 с лишним лет в обучении. Причем начиная с вузовского, заканчивая корпоративным, и в консалтингах тоже во всяких разных работала. Очень приятно смотреть на людей, в судьбе которых ты каким-то образом поучаствовал, и это очень приятно. Ты гордишься как собственными детьми ими. Хотя некоторые из них могут быть даже старше. Что они что-то добились, и ты к этому приложил свою руку. Это действительно очень приятно. Это первый момент. И второй момент. Руководитель сам в процессе развития своих сотрудников, он растет сам, как руководитель. То есть это тоже очень важно. Сейчас новое поколение заходит, поколение зумеров. Очень интересно наблюдать за ними. Как они тоже свой вклад определенный вносят в сплоченность команды или не сплоченность. Зависит от того, какой человек тебе попадется. Просто очень сложно говорить, что все поколения, они вот все вот такие. Но они своеобразные, конечно. Это тоже учит нас как руководителей. То есть развивает нас самих, как с такими людьми работать. Потому что их будет становиться все больше и больше. Это нормально. И если ты засиделся, так скажем, и не видишь, что что-то меняется, то это тебе минус как руководителю, во-первых, а во-вторых, значит, ты сам перестал развиваться. Мы же начали с этого, мы каждый на своем месте всю жизнь развиваемся. Это вот один из таких моментов, что новые сотрудники, они всегда тебя как-то развивают, что-то добавляют в твою копилку, какие-то финты выкидывают, которые ты тоже добавляешь, как ты там из них вышел или вышла, и что в итоге получилось. То есть это еще и на развитие самого руководителя работает тоже, сам процесс. Это двустороннее движение. Спасибо большое, коллеги. Было очень приятно с вами поговорить и очень интересно. Спасибо, Никита, что позвал нас. Да, спасибо большое. В эфире был выпуск подкаста JazzBall. Напоминаю, что вы можете слушать нас на нашем портале и телеграм-боте Magnum Live, а также слушать на платформах Apple Podcasts и Яндекс.Музыка. Делитесь ссылками на наш подкаст с коллегами и друзьями. Оставайтесь с нами. До новых встреч. JazzBall, Soundball.